Бисмиллахи рахмани рахим, вассалату вассаляму аля расулиллах, ва аля алихи ва сахбихи аджмаин. Амма ба'д. Уважаемые зрители, сегодня, иншаллах, у нас завершающий урок по правильному произношению суры Фатиха. Сегодня, иншаллах, мы закрепим все, что пройдено было, и новые правила по отношению к суре Фатиха, когда мы читаем слитно, целостно всю суру, то есть 7 аятов. Итак, повторение. Обратите внимание, как мы сказали, когда будем останавливаться в завершении всех аятов, у нас удлинение 3 варианта. Это когда у нас превращается в сукун 2, 4, 6. И таким же образом абсолютно везде превращается в сукун. И этот вариант у нас всегда будет соответствовать 2, 4 и 6. Сейчас, иншаллах, я постараюсь прочитать и объяснить, как она будет выглядеть по отношению ко всем аятам, удлиняя в размере 4 огласовок. Обратите внимание. Бисмиллахир рахманир рахим. Альхамдулиллахи раббил аламин. Ар-рахманир рахим. Малики яумиддин. Ияка на'буду ва ияка наста'ин. Ихдинас сиратал мустаким. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Это у нас в размере 4 огласовок. Что из этого правила гласит? Если вы бисмиллахир рахманир рахим взяли один стандарт удлинений при завершении, этот стандарт должен соответствовать ко всем аятам до конца. Если вы взяли 2, значит везде при завершении вы удлиняете. Долгота должна соответствовать 2 огласовкам. Это первое правило. Второе правило гласит, что разрешается чтение всех аятов одним образом на одном дыхании. Также разрешается соединить 2-3 аята, разделить с остальными. Обратите внимание, в этом случае мы применяем произношение последней огласовки и применяем правило слитного чтения. Давайте сейчас постараемся разъяснить, как это правило работает, если мы первый и второй аят соединяем. Обратите внимание. Бисмиллахир рахманир рахим. Вот с огласовки кясра и мы переходим на лям. То есть огласовка кясра читается, и мы переходим на лям. И получается ар-рахимил. Другими словами, из 2 аятов мы делаем одно целостное при произношении. Изучить таким образом. Бисмиллахир рахманир рахим. Альхамдулиллахи раббил аламин. Таким же образом, применяя все правила слитного чтения, мы можем соединить 1 со 2, 2, 3, 4, 5, 6 и до 7 таким образом. Но должно соответствовать наше чтение правилам таджвида. Например, здесь у нас «Альхамдулиллахи раббил аламина». Перепрыгаем сразу на «Ар-Рахман». «Ар-Рахими» произносим, потом уходим на «Малики». «Малик яумиддини» произносим полноценно, уходим на «Касру ияка». «Наста'ину» вот с огласовки дамма мы уходим на звук «ха». Обратите внимание. «Ияка на'буду ва ияка наста'ину». «Нухдина». Идем дальше. «Аль-мустакима сирата» и до конца. Давайте я сейчас постараюсь произнести полностью с всеми правилами, указывая на все при слитном чтении, и она будет выглядеть таким образом. Естественно, при произношении целостно нужно набрать запас воздуха, чтобы наше чтение соответствовало правилам чтения таджвида. Итак,
Бисмиллахир рахманир рахим. Алхамдулиллахи раббил аламин. Ар-рахманир рахим. Малики яумиддин. Ияка на'буду ва ияка наста'ин. Ихдинас сиратал мустақим. Сиратал лазина ан'амта алейхим гайрил магдуби алейхим валаддаллин. Такое быстрое чтение и соединение всех аятов следует выполнять только при вынужденных ситуациях. А по сунне пророка, алейхиссалям, самое лучшее чтение – это разделение каждого аята в отдельности и размышлять над тем, что мы читаем. На этом мы с вами прощаемся. До новых встреч. Ассаляму алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.